Скоро расцветет. Муран молотит стоит. Дров маловато, да? Дрова надо будет напилить. А это избушка нашего дяди. Дяди Саши. Да, родной дядя моей супруги. Так вот они и живут. Так, бензина. Ну, должно хватить. Тютелька в тютельку. Как всегда. Соболишек обдирали. Вот, штатный охотник, штатный охотник совхоза. Ну да, он говорил, тут капкан есть один или два волчьих. Если надо будет, заберешь, говорит. Вот это вот избушка. Ребята суровые. Что насушиться повесило. После 50 градусов 25 градусов сегодня еще тает. И куртку эту я узнаю. Друг Валера его курица таскает. Поклевал. Ну, главное, бульончику попил. Что может быть лучше хорошего куска мяса, да? Съел. Не успел заснять. Да, тут камера затуманилась, что-то отогрелась возле печки. Нормально. Вот. Чеснок. Чеснок, например, так таскаю. Он, не замерзает так. Ну, пятидесятник, если на улице оставишь, это в растительном масле чеснок чищенный. Если 50 на улице оставишь, иногда темнеет. Но от чеснока, видать, зависит. На обед как раз хватит. А еще вот люблю эти возить. Они это их отогревать быстрее. Булку хлеба, например. Вон стоит. Ее пока отогреешь, зубы сломаешь. Эти быстро. Раз и готово. Так, ну поклевал. Сейчас телефон дозарядится. Сколько-то. Ящичек. Потом оттуда достану. Еще есть. Так, воды натопил. Больше половины бочки, да. Ну, хватит, наверное. Сильно много набирать не буду, потому что мне тут сколько. Так, зубу уже проводим. Сегодня затирку сделать. Сегодня сейчас поеду затирку сделаю. 2 маршрута. А может и 3. Как получится, посмотрим. Послезавтра. Так, ну разберемся. Что планировать. План должен быть, конечно.
Ах, ну вот эта дорога идет у меня, да? Вниз туда еще километров 30, под 30. И уже на Буранку выскакиваю. Петр Афанасьевич Буранко должен выскочить. О, спасибо. Уже светло стало, нормально. Сегодня что? Сегодня надо будет где-то рядом сухое дерево найти. Протоптать, чтобы подмерзло. Ну, потом я сейчас высматривать буду их. Протоптать рядом-то. Подмерзло под вечер. Уже по подмерзшей буранке подъехать, да распилить, привезти. Ну вот, от медведя там еще слаживает. Только... В принципе, если даже не успею, на сегодня дров хватит. Ну, мой совет, да? Если так в избушку приезжаете, что-нибудь, надо вот дрова. Дрова надо обязательно, если есть возможность, дрова подготовить. То это для местных, ну, тех, которые избушки имеют по берегам речек, прочее. У них это беда. Проедет, а до него туристы какие побывали. Все дрова спалили, то уехали. Если сухого дерева рядом нет, можно какую-нибудь завалить, распилить да сложить, чтобы подсохло маленько. И все тут. Такие разговоры. Никаких предъяв потом не будет. Дедушка наш Сашка, мы с ним вместе собирались ехать сюда. Он что-то не поехал, приболел маленько. Ну, не дай бог ему сказать, старый в глаза. Человек такой, а. Ладно. Наверное, надо собираться, полегче одеться надо. Полегче одеться, чтобы двигаться можно было, а то напялишь на себя, потом не сдохнуть, не продохнуть, не пёрнуть. Печка хорошая, ага. Я думал, о, большой дом. Когда протопится, ночью замерз, наверное. Ну, видишь, на улице тепло. 25 градусов. Раз, да? И печки, видать, а. Вытягивает. Суровый быт. Двух самураев. Так, вот затирка и соболиный след. Вот он пришел. Вот пошел. По сокотиному след. Тут сахаты, а? Вчера были то ли двое, то ли трое их. Так, так и запишем. Это 2-й километр. 2-й, 3-й пошел. Да. Но там еще сзади рябчик попадался. Так, соболиный след так и запишем. Дальше еще километров 9, да, должно быть. Стирка. Так, ну а вот и сахатиный след. Только от меня скаканули. Двое. Быки, что ли? О, 2 быка.
Вроде бы следы сильно большие. Ладно. Так и запишем. Зимний маршрутный учет. 3-й километр. 3-й еще не кончился. Как рванули. А, видать, тут на ручье кормились. Хоть бы вылез поснимать. А вот еще один соболек. 5-й километр. Так и запишем. Это получается рябчик, 2 соболя и 2 сахата. На 5 километров. Тоже по буранке прибежал. И посюда пошел. Тут оленя видно. Следы-то местами вроде есть. Это в это время не должны сидеть, торчать-то. А тут маленько осталось. 3-й соболиный след. Вот он выскочил с буранки. Туда пошел. Здоровый котяра. А это у нас дикие олени. Дикие олени. 3 штуки, да? 3 штуки. Или эти 2? Нет. 3 диких оленя. 3 диких оленя. Снизу поднялись. С той стороны на это стояли, наверное, скучали на той сопке. Но с той стороны. А может, там лучше. На той стороне. И перешли. 3 штуки. Это у меня 6-й километр. 7-й. Так и запишем. 3 оленя. 2 сахатых, 3 оленя, рябчик и 2 соболя. Или 3 соболя. 3 соболя. 3 соболя записал. 3 соболя, 2 сахатых, 3 оленя и рябчик. На этом маршруте через 24 часа обильный маршрут, ага. Опять переход оленя. 2, 3. Те же 3, видать, да? Посюда спустились, потуда поднялись. Так и запишем. Еще. Так. Сильно вместе пошли. Маленько пройтись надо будет по следам, да? Посмотреть, сколько их. Тоже олени переход. Эти-то вечером, видишь, маленько припорошены. Перешли. Ну да, идти придется, а? Надо распутать следы. О, еще один соболиный след. Набегали, ага. В этом году соболей много в этой стороне. Иные года тут у дяди Сашки-то бывает мало.
Если было бы, он бы нашел дубл. Этот-то настырный. А вот волчьих следов не видать, ага. Да не. Что тут? Дядя Саша, там Ленча. И вот эти вот. Тут граница родовой общины Чампала. Так-то они гоняют этих соболей. Видишь? Тут что-то они не держатся. А в сене-то, я как вчера сколько проехал, видишь? Там 2 следа росомахи было. И все. Волчьего следа еще не видел. Так, это получается у меня 5. 5 соболиных. Вот тут кончается. О, там вот. Разворачиваться надо. Так, ну, тоже, да? Получается, как этих-то по следу прошелся 4. 4 оленя, потом эти 3 оленя 2 раза перешли, потом 2 сахатых, рябчик и 5 соболей. Вот на этот маршрут. Ладно, так и записали. ЗМУ. Зимний маршрутный учет. Хороший день. Тепло еще пока. Под вечер даванет, наверное. 30 не будет быть. Посмотрим. Что-то боженька милует эту поездку. Ага. 50 за 50 морозы стояли. Сахат. Ну, от меня, видать, скаканул. От меня скаканул. Сахаты, сахаты. Так, ну ладно. Сейчас приеду обратно в избушку. И с обеда тот маршрут посчитать. Ну, как раз где-то часа 24 часа будет. Часу 24 часа будет. Как сделал затирку. И вот. Видите, как устроен. Значит, вон висит, да, приманка. И соболь должен шевельнуть вот эту вот палочку. Тогда ее придавливает. Вот тут, вот. Ну, по дороге сейчас вот таких вот много что-то. Что-то не считал на каждом шагу они. Уж кто. Дядя Саша не меняется. Уж это сколько труда же надо, да? Только вот на этом маршруте, ну, штук 20, да больше, наверное. 20 есть. Больше 10 километров расстояние, штук 20. Таких вот давящих
Сколько труда надо ему, да? Не буду подходить. Я оставил, и мне вычищать. Кто соболек пробегал, да? Не обратил внимания, не учел. Насторожка такая. Да-да. Кульдомка называется. А такие и на земле делают пониже. Вот что. Это как его. Хатку делаешь при залезании, как говорится, чтоб задела и уронила на себя. И вот так вот повыше, чтоб снегом не заваливало. Тоже делает. Это же раньше капканов мало было. Тоже. Капканы кончатся, и начнешь такие колотить. Есть у меня там на участке. Таких тоже несколько понаделано. Трудов он стоит, а тебе не железяку завести бросить. Хороший топор нужен, острый. Вот. Еще один день кончился. Затопил. Но пару раз подкинуть надо будет. Пускай обтаивает снегоход. Это совсем он заледенел. Так, ну завтра еще эти два маршрута, да? И все вроде в этой стороне. Ладно. День кончился. Быстро он кончается, зимний день. Наше солнышко.